Ну, садился на нее сверху, ногами отталкивался и вот так вот катался на ней он. Из множества игрушек сына это была самой любимой, говорит Алексей. Тот день, когда он купил Тиме эту машинку, Алексей запомнил очень хорошо. Поехали фотографироваться, он как раз с нами на объекте, с нами был. Вот с объекта ехали, закончили как раз. Сейчас Тиме уже 5, но своего единственного ребенка, боится Алексей, он может никогда не увидеть. В конце декабря Тимофея и его сводную сестру Аню сотрудники российского посольства вывезли в Новосибирск. Получается, они похищают у нас детей, посольство. Все случилось после того, как у Алексея умерла жена. Вот в этом доме осенью прошлого года Наталья Романенко покончила жизнь самоубийством. У женщины остались дочь Аня от предыдущего брака и сын Тимофей. Как только покойную похоронили, взять к себе на время Аню вызвалась ее классная руководительница. Вернувшись от нее в один из вечеров, девочка, забрав братика, убежала из дома. Да, мы начали манты лепить, то есть все вот, чтоб тут сестра говорит, ладно, пойду я их кушать называть. Тут как раз надо было Тимоша еще, он чуть простывший был, сделать ему, дать ему лекарство и сеточку ему сделать. Ну, тут сестра пошла в дом, забегает, говорит, Алексей, их нету. Я говорю, как нету, кого нету? Ани с Тимой нету. После целой ночи поисков Алексей узнал, что дети снова у матери-учительницы. Она дружила с двоюродной бабушкой детей в Германии, которая хотела усыновить внуков. Это был последний день, когда Алексей видел сына. Я их вам не отдам. Я говорю, на каком основании? Вы вообще кто такая? Для них вы чужой человек. Я вот так с ней начал говорить. Вы для них чужой. Она говорит, это ты чужой. Докажи, что это твой ребенок. Где свидетельство? Вот так она начала. Я говорю, хорошо, да, мы вовремя не сделали с Натальей средства рождения, но это не значит, что вы ему родная какая-то там тетя. Так получилось, что свидетельства о рождении у Тимы не было. Наталья, гражданка России, хотела оформить его на себя, но так этого и не сделала. Медкарту, на основании которой выдают документ, забрала двоюродная бабушка детей, приехавшая из Германии, объяснив это тем, что Тиму надо лечить. Мы встретились с ней в ГОМе у нас, на морзаводе. Была Гульджана, с нами инспектор. Она говорит, дайте ей карточку Иры. По моей ответственности. Мы дали ей карточку Гульджаны. Гульджана передает это Иры. Ира говорит, я через 3 дня вам верну эту карточку. 3 дня проходит, мы звоним Гульджаны. Где карточка? Говорит, а что, она не привезла? Я говорю, нет, не привезла. Для того, чтобы открыть новую медкарту, в больнице потребовали показать ребенка. Однако ни классная руководительница, ни ее мать не рассказывали, где держат детей. До тех пор, пока Алексей не увидел по телевизору. Тима и Аня уже в новосибирском приюте. А его самого обвиняют в продаже детей на органы. Не получив подтверждения ни от одного официального органа Кыргызстана, российские СМИ добавляли все новые подробности. Алексей обвиняется в убийстве жены, дети попрошайничали на улице, а на органы их якобы выкупили местные цыгане. Хоть он цыганин, хоть он русский, хоть он кыргыз, мы не должны делиться. А там прямо в этом передаче передавали, что будто бы этих детей на органы продали цыганам. Ну почему цыгане такие ужасные люди или как? Как можно понять? Удивляются в районном отделе соцзащиты и тому, что дети якобы попрошайничали на улице в декабре, тогда как акт передачи Ани и Тимы российским дипломатам состоялся еще в середине октября. Вице-мэр города Шопоков и еще несколько чиновников отдали детей сотрудникам дипмиссии, не потребовав никаких документов. Одна из них просто оставила визитку. При этом посольские работники не поставили в известность отца Ани. Он оказался жив и здоров, и все это время исправно платил алименты. Это подтверждает и его друг по несчастью, Алексей. Они теперь вместе намерены бороться за детей. Они знали, что я проживаю здесь, нахожусь здесь в данный момент. То есть я не уехал, ее не бросил. Они же могли приехать, узнать, да, вы согласны дочку отдать в детдом или там в приют, или как кто-то, чтобы удочерил. Никто ничего не сказал. А я обязалась знаю, куда мне идти. Здравствуйте, Дарья, можно вас комментарий? Никому я ничего говорить не буду. Классная руководительница Ани, Дарья, у ее матери жили дети, объяснять ничего не хочет. Вот и сегодня Алексей просит ее доказать, что был плохим отцом. В ответ ничего внятного. Вот так вот они разговаривают. Общаться ни с кем не хотят. После того, как факт продажи детей на орган Алексеем Поповым не был подтвержден МВД, МИД Республики направила ноту протеста российским коллегам. Однако никакой реакции от внешнеполитического ведомства России пока не последовало. Молчит и все так же не дает комментариев местное посольство. Похоже, в этой странной и запутанной истории точку могли бы поставить именно они. Джубек Бегалиева, Азат Интумаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан.